просто-напросто не возникло. Это первое. Второе. Тут, обратите внимание, в положении контрольно-счетной палаты всегда речь идет о предложениях о кандидатурах. Кандидатура на должность. Здесь можно сделать вывод, раз у нас речь идет о множественном числе, о том, что кандидатура на должность обязательно должна быть альтернативная. И я полагаю, что данный вопрос не имеет правового основания. Он просто в сложившейся ситуации не может быть решен. И я хотел бы предложить инициатору данного вопроса отозвать данный вопрос как, соответственно, вопрос, который в настоящее время не может быть решен. У нас есть контрольно-счетная палата, которая работает, состав которой мы утвердили. Заместитель исполняет обязанности, заместитель аудитора исполняет обязанности председателя. Она работает. Но еще раз, уважаемые коллеги, призываю вас не творить беззаконие. У нас нет, еще раз подчеркиваю, механизма назначения председателя в случае скоропостижной смерти председателя. Я еще раз подчеркиваю на то, что у нас полностью отсутствует процедура, и наше голосование будет незаконно. Это мое мнение, мое убеждение, глубочайшее. Я призываю не рассматривать данный вопрос. Он просто не может быть рассмотрен. Ну, конечно, что это сказать. Когда мы с 2004 года говорили, ну сколько раз выбирали Иосифа Алексеевича? 4 раза. Пожалуйста, Александр Ильич, я прошу мое предложение еще депутатов все-таки рассмотреть, поставить на голосование. Уважаемые коллеги, поступило предложение от нескольких депутатов наших коллег провести голосование. Ставлю на голосование данное предложение. Можно момент? А можно мое предложение первым поставить? То есть по невозможности рассмотрения данного вопроса? Нет, по мере поступления это у нас четко прописано в регламенте. Итак, ставлю предложение учетных Алевтины Васильевны и Семена Васильевича. Прошу проголосовать. Николай Николаевич. Решение принято за 19, против 1, воздержался 1. По проекту решения. Александр Александрович, давайте мой тогда вопрос поставим сейчас на по мере поступления, о снятии этого вопроса. Вы сказали о том, что по порядку поступления. Мое предложение тоже было. Но мы не первый год работаем, Денис Андреевич. По порядке поступления, вот сейчас мы проголосовали. Если бы действительно там мы не вот это предложение депутатов не набрало голосов, мы бы поставили наше предложение. Ну, там сейчас логики-то нет уже, как бы. Это же юрист, кандидат. Ну просто-напросто вы сейчас меня ставите в ту казуистическую ловушку, от которой только что открещивались. Но вы же юрист, кандидат. Так, уважаемые коллеги, давайте, значит, ставлю на голосование данный проект решения в целом. Я полагаю, что в таких условиях фракция «Справедливая Россия» не может принимать участие в голосовании. Я предлагаю членам своей фракции покинуть зал заседания. Мы не в состоянии в таких условиях работать.